Ежедневно в своей жизни мы строим планы, ставим перед собой какие-то цели, задачи, вспоминаем опыт прошлого, начинаем мечтать о будущем. Да и вообще, мы постоянно о чем-то думаем. И очень даже хорошо, если в процессе наших дум всплывают лишь позитивные эмоции. Но зачастую бывает так, что в первую очередь у нас всплывает негатив, обида, злость, разочарование. И в своей повседневности, думаю, как и любой другой человек, я частенько с этим сталкиваюсь. И одна из моих задач, которые я ставлю перед собой, это хоть как-то успокоить мыслительный процесс в своей голове, от которого я очень устаю. И каждая тема передачи – это частичка меня самой. Это то, что я вижу, это то, что я проживаю ежесекундно. Я Евгения, и эта передача «Мама в кубе». И я очень рада делиться с вами, раскрывать что-то новое или же наоборот вспоминать забытое прошлое. Приглашаю вас сегодня раскрыть тему, которая касается каждого из нас. Тема касается детей, молодежи, взрослых. Давайте поговорим о важности нашего эмоционального спокойствия. И вновь нам помогает директор психологического центра «Азамат» Александрова Татьяна Ханатьевна. Здравствуйте. Татьяна, насколько важно нам учиться вообще управлять нашими эмоциями? Ведь мы в повседневной жизни настолько эмоциональны, в одну секунду вроде бы все на позитиве и можем тут же сменить на гнев. Эмоции – это ежедневная составляющая часть каждого человека, каждого из нас. Но в нашем обществе не принято выражать эмоции ярко. И мы с детства приучаемся к тому, что в какие-то моменты нам нужно подавить в себе. То есть мы не можем открыто проявить какие-то негативные эмоции. Даже позитивные бывает так, что мы не можем проявить их открыто. И это приводит к тому, что эти эмоции, они никуда не исчезают, они просто подавляются нами. А к чему приводит вот это подавление? Если мы подавляем, как это влияет вообще на нас? Конечно, это ни к чему хорошему в итоге не приводит. Если мы подавляем эмоцию гнева, то это приводит к тому, что у нас повышается давление. Если мы подавляем эмоцию раздражения, то чаще всего возникает раздражение слизистых оболочек кожи. Если мы подавляем эмоцию обиды, то это может даже вызвать уплотнение, опухоли. То есть все проявляется внешне? Да, соматически это все проявляется. И очень ярко это проявляется у детей. Поэтому очень важно именно в детском возрасте научить ребенка не подавлять, а контролировать и управлять своими эмоциями. А насколько это актуально для детей? Конечно, это актуально в детском возрасте. Вот, например, дети 6-7 лет, им эмоционально приходится несладко. Почему? Потому что они в этом возрасте идут в школу, и плюс к этому прибавляется кризис 7 лет. Подростковый возраст – это тоже переход из детства во взрослость, гормональные всплески. Ребенку, конечно же, в этом возрасте тоже сложно управлять своими эмоциями. Выпускные классы, когда впереди экзамены, и все их накручивают, начиная от родителей, заканчивая педагогами, им тоже эмоционально тяжело выстоять. А есть ли какие-то методы, которые будут способствовать, скажем так, улучшению стабилизации эмоционального состояния, умению контролировать, управлять своими эмоциями? Конечно же, есть. Но эти методы в двух словах не раскроешь. Это цикл занятий, который приводит к тому, что человек этому обучается и научается в итоге управлять своими эмоциями, а не подавлять их. Когда человек созревает, приходит к тому, что ему уже необходима помощь специалистов, профессионалов, он приходит к этому, и эти специальные занятия, этот курс помогают ему прожить эти негативные эмоции в приемлемой форме, помогают ему обрести эмоциональную стабильность. А в нашем современном мире какие есть практики, техники по отработке этих негативных эмоций? Да, безусловно, они есть, и существуют они довольно давно. Например, в психологии есть такое понятие, как гештальт-психология, гештальт-терапия. То есть это когда мы прорабатываем негативные эмоции, которые когда-то далеко в подсознании мы заложили замороженные куски мяса далеко в морозилку, но при этом нам эти эмоции
мешают дальше идти, выстраивать в позитивном ключе свою жизнь. И техника заключается в том, чтобы размораживать эти эмоции, чтобы человек дальше мог идти свободно и ничего ему не мешало. Чтобы быть открытым. Да, Открытие этого мира. Да, можно и так сказать. Ну вот на данном этапе в современном обществе широкой популярностью пользуются дыхательные техники, техники йоги. Их очень много, но при этом нужно понимать, чтобы получить качественную, квалифицированную помощь, это должны быть профессионалы высокого класса, сертифицированные. Специальные для этого. Да. Вот как раз о йоге мне интересно узнать побольше. И приглашаю вас. Я бы хотела поговорить с инструкторами йоги Международной организации искусства жизни. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мария и Ирина. Расскажите, пожалуйста, о сути самой йоги, для чего она нужна? Ну, вот, как правило, люди считают, что йога – это что-то такое, связываться в узлы, это какие-то вообще невероятные акробатические там упражнения. Но на самом деле цель йоги – это принести расслабление, отдых, успокоение ума. В мире очень много стресса, и все страдают от него. Это самый главный, наверное, враг человечества сейчас. От этого все беды, наше непонимание друг друга, непонимание между детьми и родителями, учителями и детьми, между самими родителями. Это все базируется на вот этой причине стресса. Так вот, йога служит самым эффективным инструментом по снятию стресса. Ну и как раз дети тоже занимаются йогой, да? То есть не только взрослые, но и дети. Какие возраста? Йога, она есть для всех, как для детей, для подростков, так и для взрослых. Дети занимаются с 8 до 12 лет. Подростки занимаются с 13 до 17 лет, ну и взрослая йога с 18 лет. Для каждого йога, она приносит баланс ума, тела, души и эмоций. И эти программы разработаны для каждого участника таким образом, что каждый получает отдых и расслабление. И на самом деле программы, которые мы проводим, вот, и которые проводятся, кстати говоря, по всему миру, в 156 странах мира. И, знаете, вообще эти программы коснулись 450 миллионов человек по всему земному шару. И для детей разработана своя программа с учетом их возрастных особенностей. Да, там и игры есть творческие задания. И, конечно же, есть элементы асаны и обязательно дыхательные практики, которые снимают стресс. Для подростков есть свои особенности с учетом того, что они вот взрослеют, им надо в обществе как-то самоопределиться, как-то вот им болезненно они себя воспринимают, когда они как белые вороны, им кажется. И там есть такие процессы в этой программе, которые помогают это обойти, преодолеть. Для взрослых свои программы. Там уже начинается, как правило, проблемы со здоровьем и очень много стресса, да. И они, ну, прям очень эффективно эти программы снимают проблемы со здоровьем и со стрессом. Что мы получаем в итоге после занятий йогой? Какую пользу приобретает человек после занятий йоги? Каждый человек становится более устойчивым в жизни, получает равновесие, освобождается от стрессов и эмоций. Также человек получает больше уверенности, становится более счастливым, жизнерадостным, и ему хочется двигаться легче по жизненному пути и больше делиться этой радостью, которую он получает. Дети, которые проходят йогу нашу, они становятся более сильными, более уверенными, у них повышается работоспособность, они становятся более успешными и повышается уровень активности и трудоспособности в учебе. А знаете, еще интересно для общества, чем полезна йога? Когда человек уже уверен в себе, когда он успешен, радостен и счастлив, ему хочется этим делиться. И вот школа, которой мы принадлежим, после этого люди начинают что-то делать
для общества полезное, социальные проекты. Им хочется озеленять территории, чистить территории, ухаживать за стариками, помогать обездоленным людям, бездомным животным. То есть очень много еще вот в нашей традиции в школе есть социальных проектов. Ну, то есть быть нужным этому миру. Да. Быть полезным. Быть полезным этому миру. И это совершенно естественно, не потому что обязаны. Естественный порыв человека, освободившегося от стресса. А вот эти ваши программы, то есть они были специально разработаны, они вот во многих странах мира. Это вообще давно уже у нас по всему миру есть йога, вот это течение? Вот эта школа и организация эту школу представляет «Искусство жизни», она международная организация, и ей уже более 35 лет. Конечно же, она базируется на всех этих древнейших техниках йоговских, которым более 1000 лет. И что вот интересно, она настолько признана в мире, что когда проводится сессия в Организации Объединенных Наций, посвященная Международному дню йоги, то именно создатель этой школы проводит сессию для членов Организации Объединенных. Он не просто присутствует, под его руководством проводятся медитации и вот эти вот дыхательные практики, которые снимают стресс. И в свое время Пан Ги Мун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, сказал: хорошо было бы, чтобы наши политики принимали свои решения после того, как пройдут курс медитации. А Европарламент, депутаты Европарламента тоже приглашают представителей этой школы для того, чтобы проводить сессии, посвященные йоге. Вот именно позаниматься йогой. С ясностью ума, с чистотой в мыслях. Да. И делать полезное, к чему они и призваны. А как проходят вообще вот эти занятия йогой? У нас проходит занятие йогой 1,5 часа ознакомительного занятия, чтобы человек мог прочувствовать на себе и получить опыт. На этом занятии мы проводим асаны, комплекс асан, которые пробуждает наше тело к активности, тело становится более гибким, мягким, пластичным и выводится с помощью асан блоки, зажимы, зажатости. Также мы учим правильно дышать йоговскому дыханию. С помощью дыхания наш ум освобождается от стрессов, наше тело освобождается от токсинов. И на самом деле проследили связь между эмоциями и дыханием. И с помощью дыхания мы освобождаемся именно от отрицательных, негативных эмоций. Мы их выдыхаем. И вот таким образом ум освобождается от этих негативных эмоций, которые вот как раз стресс в нас и рождают. И когда человек освобождается от негативных эмоций, то он наполняется энергией, радостью, счастьем, любовью и изобилием. И затем мы проводим медитацию. Медитация – это искусство ничего не делать. Нам привычно в жизни всегда что-то делать, мыть посуду, зарабатывать деньги. Думать какую-то мысль важную или очень неважную. Но очень важно каждый день пребывать в ничего не делании для того, чтобы наполняться энергией, наполняться праной и успокаивать свой ум. И в этой школе, в нашей школе, такие вот эффективные медитации, которые позволяют не весь день сидеть, вот как мы привыкли. Почему многие избегают йогу? Потому что они думают, что этот человек уходит куда-то в пещеру и бросает семью, работу и избегает. Это избегание называется. Социальная йога, школа, к которой мы принадлежим. Поэтому медитация, которую мы там используем, она практически 20 минут в день, и все, ты наполнен энергией, 20 минут этой медитации заменяет 4 часа сна. Как насчет отношений йоги и каких-то религиозных течений? То есть здесь есть какая-то привязка? Вы знаете, йогой можно заниматься всем. Религиозным, нерелигиозным. Йога нам приносит здоровье, успех, счастье, любовь. Кому это не нужно? И на самом деле, если посмотреть, мы же сказали о том, что йога – это искусство жизни международной организации. Йога, недавно Международная организация искусства жизни проводила фестиваль мировых
культуру в Индии, в Дели. И на этом фестивале мировых культур мир, он полон разнообразия, и мир любит разнообразие. И на этом фестивале присутствовали представители практически всех духовных конфессий. Они не считали то, что их пригласили на какой-то вот религиозный Определенно. То есть нет никакой привязки, все это вкупе, совместно и руководство. Да, это вне, йога, она вне религии. Это прекрасно. И теперь, дорогие друзья, вы видите, что на йоге не обязательно закидывать ногу за ухо, как я раньше думала. То есть здесь спокойные, расслабляющие физические упражнения. Здесь дыхание, которое очень-очень важно для нас, как и в эмоциональном фоне, скажем так и для нашего тела. Здесь отдых, расслабление, но и наполнение энергии. И наполнение энергии. Это как раз и есть любовь к себе. Любите себя, дорогие друзья. Всего хорошего.